Уважаемый Бадр Азурович, уважаемый Владимир Валерьевич, на текущий момент ситуация в топливной отрасли продолжает сохраняться непростой. К сожалению, каждый день происходят обстоятельства, которые не зависящие от нас, которые так или иначе влияют на запланированные отгрузки топлива, которое законтрактовано, оплачено в Российской Федерации. И это существенно, конечно, приводит к сбоям и в логистике, и в поставке, и в нормальном обеспечении работы всех заправочных станций. Вместе с тем, по вашему поручению, с прошлой недели уже от поступающих объемов, тех небольших объемов партий, которые поступают в республику, началось перераспределение с целью расширения охвата работающих заправочных станций. Заработали заправочные станции в Галле, в Ачимчирском районе, в Тхорчалском районе. Со вчерашнего дня заработали несколько частных заправочных станций в столице Республики Абхазия, в городе Сухум. Понимаем, что пока сохраняются длинные очередя, это приносит очень много дискомфорта и неудобства для нашего населения. По вашему поручению прорабатываем все возможные инструменты для того, чтобы отрабатывать и эти вопросы. Но по имеющимся на текущий момент остаткам в Республике Абхазия по бензинам, это свыше 1500 тонн 92 и 95 бензина, на текущий момент традиционно для августа месяца пиковое потребление, связанное и с туристическим сезоном, и с увеличением количества наших предприятий работающих. Это, конечно, создает нагрузку на топливную отрасль в целом. Вместе с тем, как ранее отмечено, партии в Республику Абхазия небольшими объемами отгружаются, и завтра, послезавтра ожидается поступление еще партии бензинов. Все это нам позволяет в текущих условиях стараться обеспечивать внутренний рынок необходимым ресурсом, с учетом, конечно, ограничений, с учетом тех сложностей. Работу продолжаем. Уважаемый Бадр Азурович, на самом деле ситуация достаточно непростая, но по вашему поручению правительством и уполномоченными органами принимаются меры по стабилизации ситуации. Дело в том, что приоритетным по-прежнему остается обеспечение жизненно объектов горюче-смазочными материалами. На самом деле небольшими партиями ежедневно или через день поступают в республику по мере возможностей. И здесь подключены все действующие органы, которые в этой цепочке связаны, включая и Абхазскую железную дорогу, Министерство энергетики, все целиком правительство. Очень надеемся, что ситуация будет меняться, но в настоящее время те обстоятельства, которые являются внешними, они создают такие предпосылки, что обеспечение горюче-смазочным материалом, в данном случае бензином, оно сегодня нестабильно для нужд Республики Абхазия. Сегодня, как министр только что доложил, есть информация, что через день поступит еще одна партия, превышающая больше 1000 тонн, и последующий график, который согласован уже с поставщиками, очень надеемся, что будет выдержан, очень на это рассчитываем. Ежедневно ведутся переговоры с российской стороной, с поставщиками, с уполномоченными федеральными органами власти, поэтому работа ни на минуту не останавливается.